Спустя 10 лет после покорения Кавказа и окончания Кавказской войны 30 сентября 1869 года в Терской области вводится управление на основании общего губернского учреждения. Чуть ранее, в 1860 году, Кавказская линия была разделена на Кубанскую и Терскую области. Управление здесь передавалось областным начальникам, которые были одновременно и командующими войсками. Уже 29 мая 1862 года выходит положение об управлении Терской областью, которым определяется порядок и устройство Терской области. А в 1869 году упраздняется и должность наказного атамана. В гражданском же отношении область, не исключая и войсковой территории, делится на 7 округов: Владикавказский, Грозненский, Веденский, Кизлярский, Нальчикский, Аргунский, Хасавюртовский и Георгиевский. Округа, в свою очередь, делится на 12 участков. Для военного же управления войском в следующем 1870 году учреждаются должности атаманов отделов. 18 сентября 1885 года в селении Старый Атагей родился известный чеченский композитор Абдулмуслим Магомаев. Магомаев своим талантом значительно опережал время и был запрограммирован на симфоническую музыку, на произведение больших форм. В Чечне в начале прошлого века это творчество не могло быть востребовано, и поэтому он нашел свою судьбу в Азербайджане. Именно поэтому он и считается классиком и основоположником азербайджанской музыкальной культуры. Абдулмуслиму Магомаеву принадлежат известные оперы «Шах Исмаил» и «Наргиз», которые десятки лет не сходят со сцены оперных театров. Им также создан ряд популярных симфонических произведений на азербайджанском материале. Однако творческое наследие Магомаева свидетельствует и о том, что и чеченские мотивы всегда звучали в его душе. Именно ими вдохновлены его симфонические произведения, как «Чеченская пляска» и «Песни и танцы Чечни». Умер Магомаев от скоротечной чахотки в 1937 году. 21 сентября 1889 года в Ведено родился первый профессиональный чеченский журналист и публицист Ибрагимбек Саракаев. После окончания Владикавказского реального училища юноша, чувствовавший неодолимую тягу к литературе, в 1902 году уехал в Тифлис, где он и устроился в популярный журнал «Кавказ». Именно в этом журнале появились первые статьи, рассказы и очерки молодого писателя. С 1911 по 1914 годы Ибрагимбеком написано более 30 материалов, которые затрагивались национальные и земельные вопросы Чечни, проблемы развития образования и культуры. В этих материалах писатель открыто критикует власти за беззаконие и произвол. В 1913 и 1914 годах во Владикавказе были изданы первые крупные работы Ибрагимбека Саракаева, художественно-документальные книги «По трущобам Чечни» и «Чечня и пленение Шамиля». Ибрагимбек Саракаев закончил свой жизненный путь там же, где и начал. Похоронен писатель в родном селе Ведено. 13 сентября 1913 года в неравном единоборстве с карателями убит известный чеченский абрек Зелимхан Харачоевский. Каратели Дагестанского конного полка под командой поручика Кибирова на хуторе Велиш-Шали окружили дом, в котором находился тяжелобольной абрек. Получив предательский выстрел в спину, Зелимхан долго отстреливался, тяжело ранил Кибирова и несколько всадников карательного отряда, однако был убит в ходе длительной перестрелки. За образом абрека Зелимхана утвердилась слава благородного и благочестивого Робина Гуда. За его голову царская администрация назначила большую награду, которая росла на протяжении 13 лет, пока Зелимхан был неуловим. Целый ряд аулов были обложены большими штрафами за укрывательство абрека. Несколько селений пострадало от карательной экспедиции, но никто из крестьян Зелимхана так и не выдал. Только лишь в 1913 году нашелся предатель, который за крупное вознаграждение сообщил властям о его местонахождении. 11 сентября 1919 года в бою у селения Воздвиженское погиб командир Чеченской Красной Армии, нарком Терской Советской Республики Асламбек Шарипов. Асламбек Шарипов, имя с которым в Чечне ассоциируется эпоха революционных потрясений начала 20 века. Идеи большевистской революции 1917 года увлекли молодого чеченца, выходца из простой горской семьи. Его политическая карьера началась в сельском народном совете. В феврале 1918 года он в качестве делегата от Чечни участвовал в работе второго съезда народов Терека, где лично познакомился с Кировом. На этом же съезде Шарипов избирается членом Терского народного совета, а позже комиссаром по делам национальности Терской республики. С этого момента Шарипов убежденный сторонник и лидер движения за признание и упрочнение советской власти в Чечне. Асламбек Шарипов оставил себе память как о талантливом политике, мужественном воине, патриоте и интернационалисте.
сентябре 1920 года регулярными частями Красной Армии город Чечен, Ингушетии и Дагестана подавлено всеобщее вооруженное восстание против советской власти под руководством внука имама Шамиля Саидбека и Нажмуддина Гацинского. Восстание вспыхнуло в августе 1920 года и длилось ровно 1 год. Однако вскоре, уже после подавления первого выступления, в апреле 1924 года в высокогорном селении Нижалой Шатоевского округа прошел съезд руководителей вооруженных антисоветских групп. На съезде собралось около 100 человек. Там же на съезде было оглашено письмо Саидбека Шамиля, который сам в это время находился уже за рубежом. В послании говорилось о скором приезде внука Шамиля, о получении партии оружия и о крупной денежной помощи восставшим. Съезд прошел под лозунгом «Советы должны уйти за Дон». Восстание Нажмуддина Гацинского длилось недолго. Уже к октябрю 1925 года он был арестован и приговорен к высшей мере наказания. Индустриальное строительство и нефтепереработка, которая развернулась на Северном Кавказе с начала 20-х годов, требовали более четкого и оперативного управления междугородными сообщениями. Вследствие этого 1 сентября 1928 года в Грозном была открыта первая междугородная телефонная станция. Аппаратура была очень громоздкая и неудобная, а о качестве связи говорить и вовсе не приходилось. Слышимость была очень плохой, поскольку никакой усилительной аппаратуры не существовало. В основном использовались телефонные аппараты производства завода «Красная Заря», выпуск которых был налажен примерно в это же время. Первоначально станции помещались в небольшом доме, в котором располагалась городская телефонная станция. Ее оборудование тогда составляло всего лишь несколько ручных коммутаторов. Первая автоматическая телефонная станция в России емкостью 6000 номеров была сдана эксплуатацию в Ростове-на-Дону в 1929 году. В сентябре 1975 года в Грозном вошел в строй первый троллейбусный маршрут, однако в целом троллейбусное движение в Грозном было открыто лишь в декабре этого же года, через 43 года после запуска трамвая. Отличие от трамвая, основной задачей троллейбусного автопарка было обслуживание промышленных объектов города, включая крупнейшее предприятие Грозного, нефтеперерабатывающие заводы имени Шарипова. Троллейбус был в большей степени сконцентрирован на обслуживании жилых микрорайонов на востоке и юге-востоке города. Запуск троллейбуса был начат с маршрута номер 1, соединявшего центры города, вокзал и группу из 4 новых микрорайонов Засунжи. На маршруте первоначально работало всего 9 машин, затем появился маршрут номер 2, проложенный от железнодорожного вокзала до площади Дружбы. Дальнейший маршрут был продлен от одного из градообразующих предприятий «Энергоприбор», расположенного на значительном удалении от центра города по Старопромысловскому шоссе. 15 сентября 1991 года в Назране чрезвычайный съезд депутатов Ингушетии всех уровней провозгласил Ингушскую республику в составе РСФСР. Этому событию предшествовал разгон Верховного Совета Чечено-Ингушской республики и объявление исполкомом ОКЧН 4 сентября после многодневного митинга в Грозном о низложении Верховного Совета. 6 сентября здание, в котором проходило заседание Верховного Совета, было захвачено митингующими. Председатель Верховного Совета Завгаев подал в отставку. 7 сентября создается Временный Высший Совет Чечено-Ингушской Республики. Однако уже 17 сентября 1991 года, после объявления Ингушской Республики, исполком ОКЧН отстраняет Временный Совет и берет на себя функции организатора проведения выборов президента и парламента республики. Выборы назначаются на 27 октября. Сторонники сохранения Чечено-Ингушской Республики требовали проведения выборов в Верховный Совет на месяц позднее, 27 ноября. 29 сентября 1999 года федеральные войска пришли к границу с Чечней и начали боевые действия на территории Чеченской Республики и приграничных регионов Северного Кавказа. Ввод войск в Чеченскую Республику спровоцировало массированное вторжение 7 августа 1999 года боевиков Дагестан под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Ядро группировки боевиков составляли иностранные наемники и бойцы так называемой Исламской международной миротворческой бригады. Учитывая неспособность Масхадова контролировать ситуацию, российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории республики. Так началась Вторая Чеченская война, которая официально называлась контртеррористической операцией. Активная фаза боевых действий продолжалась год. Затем, по мере установления контроля федеральных сил на территории республики, переросла в тлеющий конфликт. С 0 часов 0 минут 16 апреля 2009 года режим контртеррористической операции Чеченской Республики отменен.